Работы в детском саду номер 67 идут полным ходом. В этом году здесь решили частично поменять кровлю. Последний раз такой ремонт был здесь 12 лет назад. С тех пор кирпичи заметно разрушились, а внутрь стала попадать вода. Все работы планируют завершить через неделю. Ребят здесь готовы принимать уже с 3 августа. Правда, пока только в формате дежурных групп. В детском саду к учебному году поменяли 14 пластиковых окон, сделали ремонт потолков. Капитальные были натяжные, теперь из гипсокартона. Сделали косметический ремонт около процедурного кабинета. Поменяла в 2 раздевалках полы, постелили фанеру, поменяли линолеум. Очень красиво, пол стал прямо прелесть. И в каждой группе сделали косметический ремонт, где-то подкрасили, подбелили. Детский сад готов к приему детей. А это вторая остановка инспекции – детский сад номер 38. Сюда в обычное время каждый день привозят более 360 детей. На каникулах здесь решили взяться за ремонт помещений пищеблока и прачечной, а также переоборудовать помещение для дополнительной группы. Самим зданием сада уже более полувека, а потому разные косметические процедуры приходится делать каждый год. В планах обновить и асфальтовое покрытие. Люди, работающие в этих детских садах, очень искренне радуются тому, что какими-то такими шагами мы все равно идем к благоустройству детских садов. И они понимают ту ситуацию, что невозможно все сделать сразу, и в том числе в центре сразу построить там детский сад. Всего к началу нового учебного года такие обновления запланированы в 65 муниципальных дошкольных образовательных организациях. На это выделено около 60 миллионов рублей. Средства пойдут на укрепление материально-технической базы, переоборудование помещений, ремонт входных групп и инженерных коммуникаций. В этом году из-за пандемии у образовательных организаций было больше времени для того, чтобы подготовиться к новому сезону. В центре города у нас все-таки все садики уже довольно-таки возрастные, поэтому нужно больше средств для того, чтобы поддерживать их в рабочем состоянии, для того, чтобы деткам было не только комфортно, но в первую очередь безопасно. Скоро нам нужно принимать деток, надеемся, что ситуация с ковидом уже разрешится в ближайшее время, поэтому времени осталось совсем мало на проведение всех ремонтных работ. Когда детские сады вернутся к привычной жизни, непонятно. Пока в Сыктывкаре продолжают работать лишь дежурные группы. В каждой по требованиям должно быть не больше 15 детей. Вот только часто все они разного возраста. Это главное, что не нравится родителям. Сейчас в Сыктывкаре такие группы могут принять более 3000 ребят. Впрочем, при необходимости количество будут увеличивать. Сделать это можно как раз за счет только отремонтированных помещений. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.